Наша видеозарисовка познакомит с двумя арктическими городами Швеции – Кируна и Хапаранда. А еще мы заглянем в деревеньку поблизости, где нашим гидом будет шведский журналист и фотограф Кеннет Микку. Для начала немного географии. Здесь на карте помечена Кируна, самый северный шведский город на границе с финской Лапландией. Снизу по центру – Раваньеми, да-да, родина Деда Мороза. Справа порт Мурманска, слева норвежский Тромсё, а в верхнем правом углу еще один норвежский городок – Киркенес. Именно здесь в 1993 году была подписана декларация о сотрудничестве в Баренц-Евроарктическом регионе. Республика Коми тоже входит в список российских регионов БИАР. Портрет номер 1. Кируна. Возможно, вид города покажется вам мрачноватым на фоне гигантских промышленных разработок. Кируна славится одним из крупнейших в мире месторождений железной руды. Добыча руды началась здесь в 1899 году. Одновременно стал отстраиваться шахтерский город. В каждом пейзаже мы видим на горизонте владения горнодобывающей компании. В прошлом это территория саамов, традиционно занимавшихся оленеводством. Местное население в количестве 23 тысяч человек говорит не только на шведском, но и на финском, саамском и таинственном миянкиеле. Последний является официально признанным языком национального меньшинства и родным языком примерно для 150 тысяч человек в Скандинавии. Миянкиеле буквально означает «мой язык». Сравните с коми «миян кыв» с тем же значением. Вы заметите сходство звучания, характерное для родственных финно-угорских языков. Название Кируна происходит от саамского «хирон», что означает «белая куропатка». Белая северная птица украшает герб Кируны, да и сам город похож зимой на белую птицу. Старый город в основном двухэтажный. На этой улочке мы видим желтый магазин под названием «Центрум», за ним часовую башню, а впереди виднеется деревянная церковь, которую шведы считают самым красивым зданием в стране. Вот так она выглядит изнутри. Окраины города застроены многоэтажками. Кируна чем-то похожа на Воркуту. Такая же суровая зима, унылые северные пейзажи и много однотипных домов. Точно так же экономика и благосостояние людей зависят от горнодобывающей промышленности. Оба города, и Кируна, и Воркута, расположены на 67-й параллели северной широты, за полярным кругом. На этой старой черно-белой фотографии заметно, как близко подобрались шахты к городским кварталам. Огромная промышленная территория вокруг города – это вотчина государственной горнодобывающей компании ЛКОБ. ЛКОБ добывает железную руду как над землей, так и под землей и производит миллионы тонн сырья для мировых нужд. На экскурсии по шахте вам расскажут, что однодневного объема производства достаточно, чтобы построить 6 Эйфелевых башен из первоклассной стали. Большая часть руды добывается на глубине более километра путем бурения и взрывных работ. После бурения 25 тонн взрывчатки обрушивают пустую породу, заполняя отработанные тоннели. Производство максимально автоматизировано. Буровые установки и транспортировщики под землей управляются дистанционно. Этот беспилотник выглядит совсем как персонаж компьютерной игры. В 2015 году компания ЛКОБ приняла беспрецедентное и дорогостоящее решение – переместить целый город, дабы расчистить место для расширяющегося района добычи полезных ископаемых. А дело вот в чем. Почти каждую ночь в шахтах ведутся взрывные работы. Жители уже не замечают этих полуночных хлопков, только приезжие вздрагивают и просыпаются. Постепенно, когда обрушивается пустая порода, грунт вокруг деформируется. Сейсмологи говорят, что городу буквально грозит съехать под землю на глубину километра. Практически проект перемещения города означает, что придется перебазировать на 3 километра к востоку 5000 домов, 300 компаний малого бизнеса, а с ними 10 тысяч человек. Старую церковь и некоторые исторические здания перевезли на гигантских грузовиках «Вольво». Остальные дома просто снесли и построили в другом месте. С тяжелым сердцем местные жители согласились на перенос своих домов, в том числе, чтобы сохранить рабочие места. В остальном их жизнь не сильно изменилась.
Лучшие архитекторы и дизайнеры были приглашены для проектировки нового города. И прожекты воплотились в реальность. И по сей день Кируна находится в состоянии миграции. По расчетам, большая часть города будет физически перемещена подальше от шахт только к 2035 году. А вот какой нарисовал Кируну шведский художник Бенни Экман. Слева дом переезжает вместе с хозяевами. Справа часовая башня и новое здание мэрии. Похоже на торт. Но лучше всего Кируна зимой. В зимние месяцы по окрестностям города можно передвигаться на зимнем самокате. По-шведски этот вид транспорта называется спарке. В вольном переводе – толчковые санки. На них можно и в магазин, и на променад, и в детский сад. Популярное развлечение для туристов – прогулка на ездовых собаках. А можно ли строить отель каждый год? Да, если этот отель из естественного льда и снега. Возможно, главная зимняя достопримечательность города – ледяной отель, полностью из снежных и ледяных блоков. Лед заготовляют весной, вырезая глыбы из реки Торнельвен. До срока он хранится на складских помещениях в собственном холоде, а летом с применением углекислого газа. В ноябре художников, скульпторов и прочих мастеров приглашают для проектировки отеля с нуля. Каждый предмет мебели вырезан из сверкающего льда, и даже бокалы в баре ледяные. На все это уходит примерно 1000 тонн льда и еще 300 тысяч кубометров снега. При этом каждая комната уникальна. Гости из многих стран с удовольствием спят в проверенных полярным холодом спальных мешках на оленьих шкурах, пьют из ледяных стаканов и наслаждаются великолепным северным сиянием. Опыт Кируны показывает, что при наличии воображения даже лед, темнота и холод могут стать привлекательным туристическим приключением. Подобные отели и бары появились в Норвегии, Японии, Канаде, Румынии, но шведская Кируна была первой. И еще одна деталь портрета города, а вернее исторический факт. Во время Второй мировой войны, когда Швеция придерживалась политики нейтралитета, экспорт железной руды из Кируны в нацистскую Германию не прекращался. В 1940-х годах железная руда была стратегическим сырьем для растущей военной промышленности Третьего рейха. Грустно признавать, что танки и пушки, воевавшие против советских солдат, были сделаны из железа, добытого в мирной Кируне. Возможно, это только предположение. Если бы Швеция накануне войны приняла решение остановить поставки, то и войны бы не было. Парадоксы истории. Следующая точка на карте Баренц-региона – Хапаранда. Город на финско-шведской границе в живописной долине реки Турниэльве. Хотя Хапаранда меньше Кируны, в муниципалитете проживает около 10 тысяч человек, его традиционно называют городом из-за его исторического значения. А по соседству, в 20 минутах ходьбы через мост, финский город Торнио, названный в честь той же самой реки. Хапаранда и Торнио – города-побратимы. Два муниципалитета объединены в один город – Евросити. Государственная граница для горожан не проблема. Более того, языковые и культурные границы не совпадают с официальными границами на карте. Приятно получать самое лучшее с обеих сторон – шопинг, развлечения, общение. Другая страна находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома. Кстати, о покупках. Ни один город не может выжить без постоянной поддержки бизнеса. Для Хапаранды такая поддержка пришла со стороны IKEA, шведского гиганта розничной торговли, работающего в 49 странах мира. В 2005 году мэр Хапаранды Свен Эрик Бухт обратился к основателю IKEA Ингвару Кампраду с идеей открытия еще одной торговой точки на границе Швеции и Финляндии. Тогда было немало скептических замечаний по поводу проекта. Одни говорили, что это неразумно, другие, что это сумасшествие. Тем не менее, Кампрад согласился. Инстинкт не подвел ни политика, ни бизнесмена. IKEA на границе Хапаранды и Торнио получает стабильно высокую прибыль. Свен Эрик Бухт продолжил работу в качестве министра сельского хозяйства Швеции, но он помнит, его политическая карьера началась с идеи, которую сочли глупой.
Два слова о сельском хозяйстве в этом районе. Во время весеннего половодья река несет много питательных наносов для почвы, что создает идеальные условия для земледелия. Поэтому долину Турни-Эльве называют Северным Нилом. Хапаранцы очень гордятся желтым картофелем продолговатой формы, выращенным в долине реки. В августе молодой картофель очень вкусен со сливочным маслом и луком. Обычно его едят с речными раками или сюрстрёмингом. Сюрстрёминг – слабосоленая ферментированная сельдь по старинному рецепту. Это шведское лакомство славится дурным запахом и божественным вкусом. Пришло время поговорить о рыбалке. Река Торни-Эльвен не такая большая, как, например, Печора, но может похвастаться большой популяцией лосося. Ежегодно здесь на нерест мигрирует около 100 тысяч рыб. Это рыболовный рай для туристов и местных жителей. Лучшее место для рыбалки – деревня Куккола в муниципалитете Хапаранда. Здесь на речных порогах ловят сига древнейшим способом, как это делали в XVI веке. Рыбу ловят с мостков при помощи сачка с 6-метровой ручкой. Это старое изобретение до сих пор изготавливают вручную. Хороший рыбак должен знать места отдыха рыбы, а также иметь силы ловить рыбу часами. Рыболовный сезон начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. Подледная рыбалка – особое удовольствие. Здесь под мостом между Хапарандой и Торнио не понять, кто гражданин Швеции, а кто Финляндии, и у кого лучше клюет. Надумайте приехать в долину Турни-Эльвена летом, не пропустите брендовый фестиваль в июле Wheels Nationals Classic Motor Meet. Это встреча любителей классических автомобилей американского производства. Более 1000 автомобилей Buick, Ford, Chrysler и Cadillac заполняют город и паркуются на берегу реки, чтобы их владельцы могли пообщаться и обменяться водительскими историями. Это весело, несмотря на пробки. Сегодня Хапаранда и Торнио живут дружно, но как же все-таки случилось, что именно здесь пролегает финско-шведская граница? Страница истории. В 1809 году закончилась русско-шведская война. Было создано автономное Великое княжество Финляндское. Как говорит легенда, русский царь Александр I взял карандаш и провел в этом месте разделительную полосу вдоль реки Турни-Эльвен. И финны оказались по обе стороны новой границы. В 1880-х годах шведское королевство решило, что все граждане страны должны говорить по-шведски. Народу, населявшему долину реки с XII века, не разрешалось говорить на своем родном языке. В школе преподавали на шведском языке, и даже на переменах дети не могли говорить на родном под угрозой наказания. Так продолжалось вплоть до 1960 года. Еще один эпизод истории города. Несмотря на то, что Швеция не участвовала в Первой мировой войне, Хапаранда была единственным открытым железнодорожным пограничным пунктом для международного обмена ранеными. Австрийские, немецкие и русские военные, искалеченные, израненные, пересекали границу в Хапаранде, чтобы вернуться домой. Перед Красным Крестом стояла задача обеспечить мирный переход инвалидов на родину. Это было мучительное зрелище для местных детей, которые прибегали к железной дороге и со слезами на глазах смотрели, как шли солдаты, шли на костылях, ползли на коленях. Для самых маленьких хапаранцев это был, наверное, лучший урок мира. Хапаранда и Торнио находятся не только в разных странах, но и в разных часовых поясах. Это означает, что Новый год можно отпраздновать дважды. 2 раунда фейерверков и новогодних пожеланий. Здесь так и говорят: мы делаем это дважды. Наша последняя остановка не в городе, а в местечке Ланнавара. Слово берет шведский журналист Кеннет Микко. Репортаж на английском языке. Hello everyone, here is Kenneth Mikko reporting on your Arctic week from northern Sweden, from a village called Lannavaara, and it's in Kiruna municipality
250 kilometers north from the Arctic Circle. I will tell a little about this village, and I believe it also tells something about the development in society, globalization and so forth that has taken place. When I was a small child, maybe 60 years ago, this was a very vivid village. My grandparents lived here, and there were lots of children in the houses here around. There could be 10 children in every family, something like that. There were 4 shops. People had cows, horse, some sheep and so forth living. A lot of people were fishing in the river here, the Lainio River, or also hunting. Sami people came with the reindeers here in the winter time. So it was very vivid, and people married with other people from in the neighboring villages, and also from Finland, because people here are speaking Finnish language, although it's in the Swedish territory here in the north. But things have changed. Today there is only one shop here. There are no school children, mostly elder people living here. And if it was more than 200 people, I believe, today there are only 75 people living here around the year. So people must find other ways of supporting themselves, and entrepreneurs have made changes. For example, nearby there is a big tourist complex where there are visitors from Belgium, from the Netherlands and other countries, and it's winter tourism, so people enjoy the snow, the cold, going out on dog sledges or snowmobiles in the forest around here. So that's one important economy at the moment. So and people have to find jobs or create jobs. We have one rather big transport company here with lots of tractors, a taxi, different equipment there. And nowadays people find their partners from all around the world. In this, the electrician Sture, who lives nearby here, he found his wife in Thailand. And the daughter of his wife is now running the grocery shop with her Thai boyfriend. And here in Lannavaara there is also a small monastery. It's 3 Catholic nuns who have opened this small monastery up on the hill in Lannavaara. Finally, hello to all of you who see this, and especially to my acquaintances and friends. I have been many times in Syktyvkar and Komi and Utsilma and all around the Republic. So privet to the editors of Journal Art, to the university, Valery Sharapov and others, ethnographs and others, and to the National Library, Olga and other people there that I have met. Enjoy your Arctic week, and hope to see you again. Спасибо Кеннету Микко за репортаж из шведской глубинки. На этом все. Это были портреты шведских городов Баренц-Евро-Арктического региона. Надеемся, было не скучно.